Здравствуйте, это проект «Своих не бросаем». С вами Лиана Кириллова. И Артур Галеев. Здравствуйте. Мы продолжаем встречаться с участниками специальной военной операции и из первых уст узнавать, как там на передовой. Сегодня в нашей студии боец батальона имени Шеймуратова Александр Эйснер. Здравствуйте. Здравствуйте. Александр, батальон Шеймуратова – первый башкирский добровольческий батальон. Скажите, вы вот гордитесь то, что вы служили именно там? Я не жалею, конечно. Ни грамма даже. То есть Абсолютно. Я приобрел столько хороших друзей боевых. вы постоянно с ними на связи? Ну, с теми, кто живой, да. Царство небесное нашим защитникам. Они все герои, в первую очередь, которые пали за нашу страну, за мирное небо над Донбассом. Полностью согласен с вами. Да. Александр, когда вы уходили в составе батальона Шеймуратова, вы были одними из первых, кто уходил туда именно в качестве добровольцев. Это сейчас уже очень много людей находится добровольно на передовой от нашей республики, но тогда это все было впервые. И вам не страшно было, потому что же не было еще понимания, как там все, будет ли связь с родными, будете ли вы обеспечены всем необходимым. Не было страха? Да нет, страха не было. Я до этого служил в воздушно-десантных войсках в городе Фергане, 345-му полку воздушно-десантном. Как бы я понимал, что такое война и куда я еду. Я брал билет, в принципе, в одну сторону, потому что много чего наслышал, много чего знал. Ну, хотелось пример детям показать. Как родные отнеслись к вашему решению? Ну, жена со мной не спорит, как бы бесполезно. Просто сказала с Богом и все. Так. Александр, ну у вас мы знаем, что 6 детей. Как Да. вам далось решение все-таки оставить их и уйти туда на передовую? Дети все взрослые у меня, получается, 2 только маленьких детей. А все уже взрослые, у всех свои семьи, дети. Как бы нормально. То есть все уже с Нормально. пониманием? Я просто служил, говорю, в воздушно-десантных войсках, и для меня было просто тяжело, как бы, как я 2 августа берет надену, когда идет война, когда много друзей там, когда вот такая ситуация. Вот. Попав за ленту, вы сразу прибыли на Херсонское направление и встали сразу на передок. Это правда? Да. А когда с Херсона выводили ребят, я же с самого начала рапорт написал, что хочу участвовать. Мне отказали сначала. То есть Шеймуратский батальон был полностью укомплектован, как бы это. А потом... То есть вы в первый состав не попали? Да, а потом мне в сентябре позвонили, вы, говорит, готовы, говорит, поехать, говорит, на дополнение, говорит. И вот мы 12 человек отсюда выехали. Но когда вы оказались там, в зоне СВО, это совпало с теми ожиданиями, которые у вас были, когда вы туда ехали? Вот вы сказали, что у вас уже был опыт боевых действий. Вы примерно представляли, как это все. Это одно и то же или это совершенно Нет, разное? это 2 разные войны, это совершенно вообще все разное. И ни с одной войной она не сравнится. Я сколько с ребятами общался и с Чечней, кто был, и кто в Сирии был. То есть это ни с одной войной не сравнение. С Афганистаном не сравнить, ни с какой. Сейчас же все идет... В основном дроны работают, артиллерия, дроны. То есть, Да, там, каждая война по-своему, она Да, да. различается. Ну, так сложнее, Александр? Ну, как выживают, как бы, что делать? Но и быстро учатся на самом деле. То есть сейчас есть такие новые FPV-дроны. Это которые... Что это значит? Это дрон, на котором установлен снаряд РПГ, и он управляемый. То есть Камикадзе. дрон самоубийца камикадзе. Он летит, и прям... И у нас они лидируют. Мы сейчас подготовили совсем недавно, по-моему, партию приготовил завод и отправил на передовую нашим парням. По-моему, доставаловцам, если я не ошибаюсь. И сейчас воюют. Александр, ну а вот с дронами как можно с ними против них воевать? Ну, против них как. Вот сейчас вот сети ребята просят. Сети нужны, во-первых. Там как бы, чтобы они запутывались, чтобы не долетали до позиции. И позавчера только мне прислали, вот срочно сети надо, говорит. Вот как бы сейчас соображаем с этими моментами. Ну, а так вот РЛС работают тоже, да. Как бы все работает. Но они тоже там, враг как бы силен. Он, если думает, что там слабый враг, нет. То есть там 50 стран против нас. Там кого только нету. Там профессионалы. Я с танкистами лежал в Севастополе в госпитале. Он говорит, ну как, говорит, так, говорит, я, говорит, из 3 выстрелов, говорит, 1 пристрельный, 2, говорит, в яблочко. Попадают, ложат, да. 2, говорит, в яблочко, у меня 20 лет стажа, говорит. А они, говорит, из 4 ложат, говорит. Ну, скажите, Александр, вот вы недавно перенесли очередную операцию. Скажите, как вы получили ранение? Осколком зацепило? Да, осколком, да. Ну, там, это, я не знаю, боженька спас, я даже представления не имею. Получается, я заступил на
пост, получается. А за день до этого на это же место батюшка, отец Виктор приехал с Хазратом. Как бы я верю в Бога, но тут ситуация такая Это была сложилась. ваша первая встреча с отцом Да, Виктором, и с вот, Хамзой Хазратом? и вот встретились, вот как раз они приехали, а там и хаймерсами долбили. А там они только приехали, и хаймерс над нами сбили. Они говорят, вот тебе раз, говорят, приехали, говорят. А тут, и вот мы с ним переговорили, познакомились, сфотографировались. И это, он меня спросил, что, говорит, пожелаешь? Ну, я здоровья пожелал. Мама у меня умерла. Говорю, царство небесное, молитесь. Он говорит, для себя ничего не хочешь сказать. Я говорю, да а что, у меня все нормально, говорю. Как бы это... Ну и все, и он говорит, я молюсь за тебя. Но И вы вот, знаете, на самом деле молитва доходит. конечно, конечно. То, что наши родственники, наши родители молятся, это доходит. Я сам лично чувствовал эту поддержку. Ошалели просто после того, когда это все произошло, там, вот на то же самое место, где мы с отцом Виктором день назад сфотографировались, был прилет. Вот прямо на то место, а я стоял там. Я только, когда обстрел начался со стороны реки, нас начали накрывать в шахматном порядке. Я думал, куда прилечь-то мне, черт возьми, там площадка открытая была. И вот местечко там глубины сантиметров 30, наверное, длиной метр 3. И все, больше ничего не было. Вот для воды вот стек есть же. Я в него лег, руками голову закрыл. И разрыв. Вот прямо на то место, где мы с ним стояли. Ну, в общем, чудом остались живы. Да вообще я одно, только говорю, вот руку разнесло, да. А так в висок попал бы. Я как раз руки Прикрылись. закрыл, да, руками. Врачам спасибо, молодцы тоже, да. Спасибо большое нашим врачам, они делают огромную работу. Сейчас предлагаем ненадолго прерваться и посмотреть сюжет о наших войсковых священнослужителях. Отец Виктор и Хамза Хазрат – войсковые священнослужители. С башкирскими батальонами на передовой они с первых дней. Всегда вместе. Встречаются с бойцами, разговаривают по душам, читают молитвы. Люди удивляются, честно говоря, вот когда вот мы вот вдвоем так вот ходим. У нас даже бывали моменты, когда мы вместе в одно и то же время молились. То есть я в свою сторону был направлен с молитвословом, он в свою сторону. Вот. Ну, потому что, как сказать, мы не мешаем друг другу. Просто аккуратненько встали, он свое, я свое, все сделали, все. В принципе, это моим духовным братом, я его так и называю, духовный брат, и он меня братом называет. Мы с ним нашли общий язык сразу, тут же. Естественно, вместе работу, службу, и гораздо нам стало легче. Вместе с добровольцами и мобилизованными из Башкортостана духовные наставники преодолели тысячи километров. Неоднократно попадали под обстрелы, но каждый раз спасались. Случаи, когда на следующий день после личной встречи боец батальона Шеймуратова Александр Эйснер чудом остался жив, отец Виктор помнит хорошо. Очнулся, думал, что умер, потом оказался живой, с перебитой рукой, там шел, стучался, значит, в окошко, там, подвал, говорит, ребята, я, похоже, раненый. То есть рука висит, а я там раненый, улыбается, там, потом они еще поехали назад фотографироваться начали. То есть такой вот, знаете, воинский дух мужской. Вроде бы ты раненый, вроде бы, как бы, если здесь, да, какая-то, может, паника у кого-то была. А там ребята еще шутят, как бы, ну, раненые. Вроде как бы раненые. Высокий воинский дух – это то, что всегда отличало бойцов из Башкортостана. А отец Виктор и Хамза Хазрат, в свою очередь, намерены и дальше поддерживать наших ребят и быть с ними плечом к плечу до окончания спецоперации. Это проект «Своих не бросаем». И я напоминаю, что у нас в гостях сегодня боец батальона имени Шеймуратова Александр Эйснер. Александр, скажите, пожалуйста, правду, что там на передовой люди действительно начинают верить в Бога, даже если раньше в Бога не верили? А там без Бога нельзя. Там ситуация такая, что там остается только Бог и все. Честно скажу, Да. вот когда ты сидишь в окопе и рядом разрываются, но ты думаешь, что он есть, он рядом и Конечно, хранит да. тебя. Это С молитвой легче. Конечно, конечно, конечно. Тут только так, больше никак. А вы получили ранение, ну и, соответственно, вернулись домой. Проходите сложную реабилитацию. А положенные выплаты за ранение вы получили? Да, получил выплаты, получил, как положено, там проблем в этом нету абсолютно. То есть я даже не знал, что выплаты есть, если честно говоря. Я ехал туда, то есть я знал, что зарплата есть, вот как бы, а то, что выплаты еще платят, я этого не знал. Я это узнал в Севастополе, когда в Севастополь приехал.
И в госпитале мне занесли рапорт на выплату 3 миллиона. Я говорю, за что? Ну, говорит, за ранение. У меня, я просто удивился, вот как бы вот так вот, да. А вот когда ко мне пришла медсестра с рапортом, я, честно, тоже был в шоке. Да. Мне было на самом деле не до этого. У меня, как видите, серьезное ранение тоже, как и у вас, но мне было очень тяжело максимально, и я понимал, что, эти деньги, конечно, приятно, но каким трудом это все заслужено. Ну, как вы уже оба неоднократно говорили, да, и выступая в средствах массовой информации, что все-таки в первую очередь люди туда идут не за деньгами, а для того, чтобы защищать Родину из самых лучших побуждений. Вот видите, вы даже не знали о том, что есть такие выплаты, безусловно. Но помимо этого же у нас есть еще и много мер поддержки. И помимо федеральных мер у нас в республике действует очень много мер поддержки. Какими-то из них приходилось пользоваться? Я очень благодарен Ради Фаритовичу Хабирову. Да вообще всей администрации, вот всего окружения, просто пофамильно, да, как бы и Сагитов, и Ради Фаритович, и Забелин, и как бы это... Я единственное, о чем просил, да, вот как есть, так меня спросили, я сказал, я говорю, у меня частный дом, говорю, и говорю, у меня, говорю, газ идет прямо возле дома, говорю. Я говорю, можно мне его по цене, говорю, к дому? Ну и в итоге мне не только газ, мне завели газ, воду, канализацию городскую завели в дом. Я вообще, у меня жена в шоке тоже. Это как бы огромное спасибо им за это, да. Поддержка это такая прям это. Ну да, действительно, и со стороны главы республики, и в целом команды правительства Башкортостана очень большое внимание уделяется поддержке и бойцов, и там на передовой, и семьям здесь в тылу, и во время своих поездок по районам глава всегда обязательно встречается с семьями военнослужащих. Поэтому, конечно, когда есть такая поддержка, это тоже, я думаю, уверена даже, что вас во многом и вдохновляет, и дает мотивацию. Вы сейчас на реабилитации чем занимаетесь в свободное время? Ну, я сейчас стараюсь помогать ребятам, как бы. Я же на связи с парнями. И как бы с передовой. Огромное спасибо. Вот хотел, кстати, сказать. Не безразличным ребятам. У наших ребят не было. Просто резины. Назову имя Велюр. Это вот и его все друзья, которые в окружении, да, они вот собрали 1 миллион денег и купили на целый 1 миллион резины. И на КамАЗы, и на УАЗы, и на Нивы взяли. Это просто шок вообще, конечно. Вот у нас очень много тех, кто не безразлична судьба России. И я хотел бы сказать еще огромное спасибо тем людям, которые помогают нашим бойцам. Можно, если назвать фамилии, да, это вот Мирзаев Азамат, он наш шеймуратовец, сейчас, получается, работает при госпитале в Ростове. И как может, вы даже не представляете, на какие суммы денег, там и коптеры, и ночники, и тепловизоры отправлял. Елена такая, мама Лена ее называют у нас, она в Благовещенске находится. Вот. И как бы вот всем этим людям огромное спасибо за их труд ратный, вот это вот, за все, что они делают, да. Но на таких людях земля и держится, так ведь? Абсолютно верно, да. Благодаря таким людям у нас и приблизится завершение специальной военной операции. Дай бог скорее бы. Ну а что вы можете сказать тем парням, которые вот сейчас раздумывают, стоит, не стоит туда идти, к чему готовиться, на что обратить внимание в своей подготовке и вообще в целом слова напутствия, что бы вы могли сказать? Даже не задумываться, надо идти туда. Потому что если они сюда придут, они всех нас вырежут здесь. Они всех нас здесь кончают. Абсолютно. Даже не задумываясь. Многие сомневаются, многие еще что-то. И плевать на эти деньги. Дело не в деньгах. Тут дело в том, что сейчас действительно идет война, тяжелая идет война добра и зла. Сейчас идет война с фашистами. Еще лютей, наверное, чем в 1945 году было. Там все, там кого только нету. Там каждой твари по паре. То есть там вот как бы вот так вот. Да, согласен с вами. Спасибо, что пришли к нам в студию. А с вами, дорогие телезрители, мы увидимся через неделю. Это проект «Своих не бросаем», о том, что касается всех и волнует каждого. До встречи.